Новые поправки. Парламент Таджикистана одобрил. Отслужил и учись себе спокойно. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие льготы ждут парней, прошедших военную службу. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В отличие от прошлых лет, студенты, обучающиеся в магистратуре, и аспиранты начали получать повестку в военкомат. В Таджикистане на всех уровнях проверили новые льготные поправки в закон о воинской службе для ребят, которые после армии беспрепятственно попадут в любой военный вуз страны. Сегодня необходимо дать призывникам больше возможностей не только освоить военное дело, но и получить востребованную в армии профессию. Помочь им выработать силу воли, столь необходимую современному солдату и любому человеку. В Таджикистане парламентарии рассмотрели проект закона о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о правовом статусе военнослужащих, сообщает пресс-служба Маджлиси Намаян Дагон. Проект разработан, чтобы мотивировать молодых людей идти в армию, ведь после прохождения службы ребят ждут определенные льготы. Одним из главных преимуществ станет внеконкурсное поступление парней как в отечественные, так и в зарубежные высшие военные учебные заведения. Как вы считаете, это достаточная мотивация, чтобы молодые люди шли в нашу армию? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. О тонкостях нового закона рассказал председатель Комитета по правопорядку, обороне и безопасности Рустам Шахмурод. По его словам, комитеты таджикского парламента, а также юридическое управление аппарата Маджлиси Намаян Дагон, Маджлиси Оли Таджикистана изучили проект закона и полностью поддержали его. Парламентарии рассмотрели 3 полученных предложения. Кроме того, было отмечено, что представленный проект закона не противоречит статье 41 Конституции Таджикистана об образовании, об обороне и вооруженных силах Таджикистана, а также другим нормативным правовым актам. Немаловажно и то, что реализация документа не требует дополнительных средств из государственного бюджета, а значит, нет никаких моментов, препятствующих данному нововведению. Однако не все молодые люди готовы идти служить, так как последние годы часто сообщают о случаях насилия, дедовщины и даже смерти во время службы. Как вы относитесь к таким льготам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Министр обороны Таджикистана Ширали Мирзо подтвердил существование дедовщины в воинских частях Таджикистана. Минобороны принимает всевозможные меры, чтобы их искоренить. Хотя количество нарушений за последние годы снизилось в 2-3 раза, однако не прекратилось. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!